ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Среда, 12:00, поселок Дальний. Инспекция депутата Александра Головина по домам для переселения из ветхого и аварийного жилья. Таких тут 6. 5 из них еще строятся, хотя на некоторых уже есть объявление: ваш дом введен в эксплуатацию. Взглянув на двор, понятно, к заселению людей тут совсем не готовы. Я даже как депутат обращаюсь в администрацию. Обращение приходит как от руководителя администрации Бусарева, так и его заместителя Любанина с отписками. Будет восстановлено, возможно, при наличии финансирования или денег в бюджете. Из 6 домов, которые здесь, 4 уже сданы по бумагам, но на сегодняшний день вот нету ни ограждения, плюс сделали вот это болото, вот эта помойка, здесь дети, люди. И это не голословное заявление. Соседи при неприятной стройке, жильцы дома по Геологов 21, уже устали от этого беспредела. Чего только стоит незапланированный пруд близ их дома. Надо убрать воду. Вот это мне больше всего волнует. А почему она раньше тут не собиралась? Потому что дренажная система работала. А сейчас дренажная система вот этими стройками домами, она туда вода не уходит. Сейчас ограждения все поломаны, все ветром шатает. Дети бегают рядом, боишься, что это на кого-то просто полетит. Люки канализационные открыты, тоже все небезопасно. И такая ситуация во всех 6 домах. Горы мусора и полное отсутствие дворового благоустройства. Даже в том доме, в котором уже живут 15 семей. Ни подъездов для транспорта, ни асфальта, ни детской площадки. Но самое интересное, что нет газа, а стало быть и горячей воды. На камеру сказать свои претензии жильцы дома по Молодежной 19А постеснялись. Да и газ вот-вот обещали дать. И даже на инструктаж пригласили для безопасности. Жильцы этого дома живут без газа уже несколько месяцев. Недавно на их подъездах появились вот такие вот объявления для подключения и пуска газа в квартиры. Просим вас пройти инструктаж. Стоимость инструктажа 298 рублей. Съемочная группа уже собиралась уезжать, когда мы вдруг почувствовали характерный запах голубого топлива и странный звук. Вот что мы увидели, подойдя поближе к газовой трубе. Пришлось депутату Головину вызывать газовую службу, а нам ждать ее 20 минут. Прибывший на место мужчина легким движением руки прекратил шипение железной трубы. Оказалось, наши носы нас обманули. Это был вовсе не газ, по его мнению. Это продувка производится. Продувка? Конечно. Газопровод газом заполняется пока. Все. Это то есть не опасно? Нет. Тут сейчас продувка воздухом велась, там просто газ был заполнен, труба. Она не это. Тут не совсем газ. Дадут ли людям сегодня-завтра газ, мужчина не сказал, но поведал, что такое поведение желтой трубы вполне себе безопасно. И нам хочется верить, что это действительно так. В доме уже живут семьи с детьми. А еще нам хочется верить, что ситуация как-то изменится. Депутат Головин обещал провести еще одну инспекцию. О ней мы расскажем через 2 недели.